Проект по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям будет внедрен в октябре месяце этого года. Об этом заявил примар муниципии Камрат Николай Дудогла после официального визита с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Встречался я с представителями, двумя директорами Европейского банка, которые курируют именно Восточную и Западную Европу, с господином Юхансеном и Дана Крчелевску. Проект по вода, канализация, очистные сооружения обсуждался вопрос о выделении гранта и выделении дополнительных средств, которые нужно больше Примария изыскала, или же вопрос может стоять, что предприятию можно отдавать концессию, чтобы те партнеры, которые выигрывают наш тендер, они могли бы участвовать в этом. Но всем понятно, что после того, как проект по воде и канализации пройдет в Камрате, то естественно, что наши дороги и сейчас находятся в критическом ситуации, очень сложная. Даже центральная часть города, там, где у нас асфальтированные дороги, уже последние 5-6 лет это ямочные ремонты и кое-где уже полный уже шифер. Естественно, что их нужно полностью верхний слой убирать для того, чтобы полностью асфальтировать. При встрече с координаторами проекта со стороны инвесторов был предложен проект на сумму $10 миллионов для реконструкции дорог центральной части города. Проект голландский. Полная реконструкция центральной части муниципии Камрат. Полная асфальтированная дорога, также замена бордюров, тротуары. И плюс замена уличного освещения, то есть новейшее оборудование, новые фонари, энергоемкие. Вот, в принципе, такой проект. Николай Дудогла на совещании собрал руководителей служб Примарии, архитектора и заместителей для утверждения комиссии, которая в экстренном режиме должна предоставить всю информацию об объеме планируемых работ. Мы сейчас первую информацию должны отправить до четверга месяца. Естественно, время очень мало, поэтому мы сегодня создали комиссию. Мы предварительные данные попробуем собрать своими силами для того, чтобы отправить уже за границу, чтобы нас включили в этот проект. В дальнейшем, естественно, что мы заключим договор с проектировщиками лицензированной компании, где, в принципе, рассчитается уже полностью вся смета и все работы, которые должны пройти. Но мне очень приятно, что, в принципе, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки, это по воде и канализации очистных сооружений. Но, естественно, что второй вопрос – это дороги, которые уже наверняка не только Камрат, но и вся республика, и даже весь бывший Советский Союз, эта проблема была номер один. Как отметил глава столицы, Европейский банк очень заинтересован в реализации этого проекта. И сегодня есть пример его внедрения в одном из микрорайонов города Кишинева. Если мы сможем внедрить этот проект в Камрате, то мы отремонтируем все дороги центральной части города, подчеркнул примар.